В целом мы с ней вообще полностью друг друга понимаем. Вот. И все близкие тоже ее понимают. И сейчас я вообще думаю, кто из нас нормальный? Она или я? И вообще и с этого момента у нас вообще другая жизнь началась. Они с рождения сразу любят всех. Вера китаянка. Здравствуйте, Анисия. Здравствуйте. Очень рада видеть вас. Да, я давно об этом думала, чтобы вы были гостьей нашей программы «Харысхал. Особенные мамы». И первый вопрос. Почему, чем вот эта дата, 21 марта, отличается от других для вас? Да, 21 марта у меня вот последние, так скажем, 5 лет, 6 лет. Да, вот с 2018 года, как мы организовали союз родителей детей с синдромом Дауна в Солнышке, Якутии, этот день стал каким-то особенным. И с каждым годом вот эта особенность все больше, вот прямо трепет какой-то у нас у всех матерей возникает. Вначале мы даже сами не понимали, что 21 марта. Почему именно? Оказывается, у наших детей, у человека 23 пары хромосом, и в 21 паре именно появляется у них третья дополнительная хромосома. Вот. И поэтому, оказывается, во всем мире именно приняли такую вот дату. 21 марта. И он отмечается во всем мире? Во всем мире. И последние 8 лет? Да, мы тоже здесь участвуем. Ну, вот солнечные дети же наших детей называют, поэтому там одеваемся в желтый цвет, делаем там разные акции, собираемся, делаем в социальных сетях акции делаем. А скажите, пожалуйста, вот в этом союзе родителей детей с синдромом Дауна сколько родителей? Сколько у нас детей вообще? Какая статистика? Да, статистика, конечно, к сожалению, не все попадают в наш союз. Есть дети, которые даже родители попадали, потом они почему-то выходили, например. Да? Но в среднем у нас около 100 родителей по всей республике. Есть там из Аймиконского улуса, из Чурапчи. Вообще практически из каждого улуса есть дети у нас в группе, так скажем, да, в нашем союзе. Вот. А так, по данным статистики, мы в прошлом году обращались, да, когда писали проект на грантовый конкурс. Оказывается, вот такого четкого нету. Да. Именно от 0, там чуть ли до 100, да. Вот, то есть и детей, и взрослых. Такой прямо отдельной статистики нету. Поэтому, конечно, трудно. В нашем союзе состоят дети и взрослые. Есть взрослые там 30 лет, около 30 лет наши дети. А чем занимается ваш союз? В основном, да, поддержкой друг друга. Поддержкой друг друга. Как мы начали работать буквально вот с 2018 года. В 2018 году я еще работала тогда в Республиканской больнице номер 1 в центре, в перинатальном центре, и ко мне подошли 2 мамы. Я же совсем даже вот в рутине работы, там каких-то домашних хлопот вообще даже об этом даже и не думала, может быть. И тут ко мне подошли 2 мамы, Аревик Вартанян и Анисимова Люция наша, да, и они вот призвали, давайте сделаем такую группу. И мы быстро так собрались, приняли устав и уже юридически оформили наш союз. Давайте для тех, кто не представляет, о чем мы говорим, основные какие-то вот признаки, вот вообще, что такое синдром Дауна? Да, синдром Дауна, конечно, дети, у которых есть вот дополнительная хромосома в 21 паре. Почему именно вот эта хромосомная патология приводит к каким-то нарушениям? Да? В наших клетках во всех присутствует генетический материал, то есть хромосома. И у наших детей характерно любой национальности монголоидный разрез глаз, характерное широковатое лицо, там, особенные какие-то черты лица. Для наших детей характерно мягкие суставы, немножко вот неуклюжесть характерна, да? Вот. Но самая общая такая черта наших детей – это они совершенно безобидные. Они с рождения сразу любят всех.
И вот нет. Поэтому их называют солнечными. Да, поэтому их называют. Я читала в вашем интервью, что вы сказали, что у вас ребенок появился в связи с тем, что вы его поздно родили. То есть это как является таким, ну, в смысле... Да, действительно. Конечно, раз вот такие дети во всем мире рождаются, независимо от нации, независимо где, в какой там точке мира находится мама, например, да, вот. Но особенное вот как бы обобщение есть, что эти дети рождаются у женщин, которые довольно поздно рожают, да, то есть после 35 лет. Хотя по статистике и среди наших мам тоже есть молодые мамы. То есть до 35 лет, 20 там сколько-то лет родившие таких детей. То есть это не стопроцентная такая классификация, можно сказать. Конечно, не сказать, что есть четкие такие определенные прямо причины, по каким причинам рождается такой ребенок в семье. Четких причин нет. Поэтому, конечно, когда появляется такой ребенок, мамы прямо говорят: за что, почему, я не пила, не курила, говорят, все у меня было замечательно, почему у меня такой ребенок родился, начинается, да, вот, у многих такое получается. Ну и еще есть характерное самое, почему вот именно получается вот с таким синдромом люди боятся, люди сторонятся. Если есть вот во время беременности обнаруживают, некоторые женщины принимают решение прервать беременность, потому что основная черта, что эти дети могут иметь умственную отсталость. То есть у них речь может не развита, что они могут, ну, такие задержкой развития могут быть. То есть может быть, а может не быть? Может быть, ну вот сейчас, вот по истечению времени, да, когда моей дочке 15 лет уже, я как-то вот в этом тоже начинаю сомневаться. Потом, хотя Вера моя не говорит, четко она не говорит, но в целом мы с ней вообще полностью друг друга понимаем. Вот. И все близкие тоже ее понимают. Да. Вернемся вот к тому времени, как вот она родилась. То есть по тем временам, как вот не делали всем генетическую экспертизу, и вы как бы не были готовы к тому, что родится такой ребенок. Да. Ну, начнем с того, что я старшая дочь в семье, мы многодетная семья, и как-то так у меня получилось, что я поздно замуж вышла. Каких-то вот предположений, что вот я вот беременная, и у меня что-то может быть, даже таких мыслей даже не было. Потому что, когда я была беременная, прямо на 7-м месяце, там, небе, прям летала, была очень энергичная, очень хорошо протекала беременность. Но шок, конечно, был в момент родов. Вот я сама, как специалист-врач, который именно в роддоме работает, я сразу родила, и у меня были очень легкие естественные роды. Увидела, и что вот, да, у меня такой ребенок. У меня как будто бы, вот я не знаю, ну, какой-то провал был. Вообще провал. Не было, конечно, тогда, в тот момент, радости от того, что я вот, у меня появился ребенок. Такой радости не было. То есть, как бы признаки налицо, да, получается? Прямо налицо, сразу. Понятно. И что потом произошло? То есть, как бы вот первые там минуты шок, да? Но потом же надо как-то себя взять в руки. Конечно, но у меня вот этот шок длился довольно долго. Довольно долго. У моего мужа тоже был вообще жесточайший шок. Вот, жесточайший шок. И ну, в течение года почти я вообще как закрылась. Перестала общаться с подругами, с однокурсницами. Перестала общаться. Вообще такая вот закрытая стала. Ничего не радовало. И сейчас вот понимаю, самые главные мои, ну, такие близкие, которые, ну, нашли такие нужные слова тогда. Это мои родные, конечно, мама. Мама, сестра, они самые были тогда.
Даже вот сейчас, оказывается, я вот чуть-чуть вспомнила этот. Ой, ну она сама, Вера, была такая, прямо с такими умными глазами смотрела. Вот. Конечно, сейчас вот вспоминаю, так-то это довольно сложный я год пережила. Но вышла на работу я быстро, потому что, сама я человек, не могу сидеть на одном месте долго. Довольно быстро на работу вышла. И муж потихонечку так стал уже брать себя в руки, да. Вот. И тогда, кстати, WhatsApp не было. Тогда не было, у меня был деревянный телефон. Но он был каким-то, как-то я умудрялась выходить в интернет. И вот у меня вот эта потребность была читать, прямо в интернете находила, тогда все было довольно открыто, находила разные статьи. Это вот как-то меня начало получение информации все-таки, да. Вот сейчас, я тогда вообще не знала, не обращалась к психологам, да, например, да, но есть все этапы, да, этап там шок, там, да, отрицание, потом этап принятия, потом уже, вот такое вот по этапу идет наше вот развитие с таким ребенком. А сейчас, конечно, у меня совсем другое. Сейчас вот иногда я, когда ей было сколько лет, 7 лет, 8 лет, когда ей было, даже 3 года, по-моему, я тоже себе спрашивала, если бы тогда мне сделали скрининг, как бы я поступила? Вот в 3 года я говорила себе, я бы сделала аборт. Вот. А потом вот по истечению времени, и вот у меня вот сейчас я вообще не сомневаюсь. И, конечно, если бы тогда мне сделали вот эту процедуру, например, да, я бы 100%, 200% оставила бы свою дочь у себя. Такая как бы с годами отношение изменилось. Отношение, она меня меняет. Ага. И сейчас я вообще думаю, кто из нас нормальнее, она или я. И каждый раз в каких-то моментах я думаю, что моя дочь нормальнее, чем мама. Вообще все относительно. Кто сказал, что вот это правильная норма, а это не норма, да? Да. Такая... она очень мудрая, вот именно. Так благодарна, конечно, что вот она у меня такая есть. Удивительная девочка. Классно. А вот вы говорите, что вы вышли рано на работу. А кто с ней оставался? Бабушка. Бабушка оставалась. И да, у меня, кстати, очень интересная история вот с садиком есть. Тогда я все равно же была в боли, в такой, но я уже все равно в принятии. Она очень хваткая, Вера, у нее уже брат появился. Они вдвоем так росли, и уже мне нужно работать активно. Бабушка не работает. Вот. И все равно садик нужен. Мы тогда жили около Билибина, улица Ильминская, там очень хороший дом там у нас был. И я обижала окрестные садики. Просто я думала, я не могу уводить ребенка там рано утром. Мне надо быть в 8 часов в медцентре, мне надо вот где-то поблизости найти садик. Обижала все садики, начинала говорить, что у меня такой особенный ребенок, возьмете ли. Она все умеет. Она за собой ухаживает, еще за братом ухаживает, она все делает, все нормально. Она как обычный ребенок говорит, немножко не говорит. Вот, но все садики отрицали. У меня тоже тогда каждый раз, тык-тык, двери закрывались. Каждый сад, несколько садиков обходила. Ходила тогда вот управление образования, дошкольное отделение, да. Тоже там у нас отдельная очередь, там где-то на Грессе, там только начиналось зарождаться этот садик, да, звездочка. Вот, и как-то я не знала даже, что такой садик есть, да, вот. И я нашла садик буквально рядом, по Билибина, номер 20, Надежда называется. Вот, заведующая Мария Алексеевна, что ли, по-моему, она была. Вот, она почему-то сразу взяла. И вообще, и с этого момента у нас вообще другая жизнь началась.
И обычно говорят, вот надо, чтобы ребенок привыкал, там, целую неделю надо, чтобы она ходила там до 12, потом вы забираете. А у нас только один день. Мы пошли первый день, воспитательница у нас до сих пор мы дружим. Вот. Увидели, на следующий день она уже полный день. Вот. И дети, ну, там 4, там 5 лет им было, да, и она до 7 лет ходила, потому что она сентябрьская, вот, и она ходила до 7 лет в садик. И в конце она в группе вообще вот так влилась в эту группу, да, и они вообще не замечали, что она какая-то другая. Вначале, конечно, мамы спрашивали, дети спрашивали у меня, а почему Вера не говорит? Но она тогда по-своему говорила. Я говорю, а Вера китаянка, говорю. Она знает китайский язык. Китайский? Я говорю, у Веры папа китайский. Вера китаянка? И дети, они серьезно поняли, что она вот такая. Они поверили в это. Они поверили. Вот, и у нее были свои личные друзья. Там мальчик, там, по-моему, там Максим, по-моему, его звали или как, да? Их было 3, их компания, они только втроем играли. Но остальные дети, группа очень такие, они дружные были. Потом мы очень хорошо там выпускной отметили в цирке. И даже потом мы встречаемся, им же сейчас по 15, уже такие высокие, уже подростки. Все равно они очень тепло вспоминают вот эти садиковские годы, дети. Вот, и я почувствовала, что вообще инклюзия, вот именно когда мы же родители думаем, вот мой ребенок типа нормальный, и с моим ребенком должны заниматься только нормальные люди, и он должен ходить в среду, где только нормальные люди. В основном вот какая-то вот такая есть мнение витает. Но если есть в среде особенный человек, это помогает не только вот особенному человеку, да, больше всего. Вот типа вот условно нормальным нашим, вот нормотипичным, да. Быть какими-то наполненными, быть вот разносторонними, помогает именно расти вот такой в инклюзивной среде. Оказывается, вот это так. Я подумала, тогда еще в садике, когда она вот с Верочкой ходила, те дети, та группа, вот я думаю, они другие. Те дети, которые вот с ней ходили. Конечно. Они немножко другие. Эти дети, они уже подростки, там наполовину было мальчиков и девочек. Анисия, вот вы сказали, что когда рядом солнечный ребенок, то как-то жизнь другая, и он приносит какую-то удачу. Да. Давайте насчет этой темы, это очень интересно. Очень интересно. Я вот вначале как-то не замечала, да, но я с ней проговариваю, например, вот насчет того же садика. Я практически была как бы с опущенными руками. Я думала, все, уже нет. Я даже вот думала варианты, там, допустим, там, может, частный садик, может, куда. Но когда я с ней проговариваю, и мы с ней как будто бы мечту отправляем куда-то вот во Вселенную, я сейчас думаю, Вера очень везучая. И у наших детей вот эта везучесть какая-то есть. Вообще глобальная. И в этом плане мамам очень нужно не бояться мечтать, оказывается, не бояться мечтать. Вот. Себе разрешать это. Вот. Когда вот она в садик ходила, я стала мечтать. Я хотела, чтобы мой ребенок, я сама спорт люблю, хотела, то ли спортом она занималась, то ли, творческое какое-то. А мама, наоборот, у меня такая творческая. Она и песни сочиняет, и поет, мама. Вот. Поэтому стала искать танцевальные студии для Веры. Я думаю, вот пусть она походит в танцевальную студию. Тоже начала там обращаться, обзванивать, возьмете ли вы. Но я была уверена, что я хочу. Она была как 5 лет, как обычный ребенок. Да, в обычную группу, с такими детьми, с обычными, да. Вот. Но опять тоже вначале встретила какие-то вот непонимания, закрытые двери, закрытые. Вот. Но все равно нашла. Вот. Насчет школы, конечно, я тогда особо не думала, что я бы хотела отдать дочь
в обычную школу, в инклюзивный класс, например, да, такой мысли почему-то у меня тогда не было. Вот и сейчас бы, да, если бы ей было бы сейчас 7 лет, я бы вот такую вот мечту мы с ней отправили бы, чтобы мы учились в обычной школе, такой в ресурсном классе. Потому что вот этот опыт стал приходить с годами. Сейчас вот, слава богу, в нашей республике тоже вот эта программа Министерства образования разрабатывает, уже повернулись лицом, можно сказать. Да, раньше нет, у вас коррекционные школы есть, все, идите туда. Такое было. А сейчас уже есть такое, да, что если есть шанс, ребенок может учиться в обычной школе. Это хорошо, это прям так обнадеживает. Да. То есть вы пошли сразу в 4-ю коррекционную школу? Да, коррекционную школу. 4-ю коррекционную школу. С другой стороны, хорошо, у нас в классе нас всего мало, да, вот. У нас очень хорошая учительница, она прямо обожает ее, Вера, всех одноклассников. И с одноклассниками тоже очень хорошие отношения. Понятно. Вот. В каком классе сейчас учится? 9 класс. 9 класс, но она ростом маленькая. Кажется, как будто бы она там 5 класс. А вот вы сказали, что Верочка занималась танцами, да? Я знаю, что не так давно она участвовала в большом концерте в культурном центре университета. Да, тоже в благотворительном проекте. Вот расскажите про это. Это прямо вообще чудесно. И очень много было таких хороших отзывов. Да. Анна Федорова такая прямо тоже такая чудесная. Инициатор этого благотворительного проекта «Обнимаю сердцем». Да, «Обнимаю сердцем». Я даже вообще была удивлена, что вот как-то просто вот мы даже не подозревали, что такой проект идет вообще по городу, по республике. И вдруг нам позвонили и сказали, примете ли участие в показе мод. Конечно, мы примем участие, сказала, да, вот. И у мамы, как всегда, не было времени. Вот. Другая у нас вот родная тетя приехала, ее просто вот с ней поехали и отвезла. Вот. Ее там наряжали, репетировали, там выходили на сцену, все делали. Вот, я думаю, ой, наверное, Вера, не так сделает. Я думаю, Вера, наверное, не будет слушаться. В общем, как всегда, вот как любая мама, вот какие-то такие мысли были. Потом в конце все-таки я свернула работу чуть пораньше и ближе к показу побежала в культурный центр. Да? Вот, смотрю, вообще она там уже вся в этой команде. Вот, да, вот, в этой команде. И был показ вот таких наших молодых модельеров, там в национальных костюмах и таких современных, да, там у нас были наши друзья с инклюзивного театра, да, наши девочки и мальчики, и, ну, и наши немножко солнечные дети. Вера была, Вот, так вот, она вышла на сцену и сделала все по-своему. Сделала все по-своему, вообще какой-то крутой жест показала. И оказывается, это показывает, вообще очень естественно получилось. Наоборот, организаторы сказали, да вы что, это же самое получилось изюминка, изюминка. Надо было просто пройтись, и как вот делают же вот в показах, встать так. А она подняла ногу, еще как-то сделала руками, какой-то жест показала. Вот, я потом думаю, наверное, нас будут ругать, почему она свою эту внесла, не как все. А нас, наоборот, похвалили. Да вот что, вы вообще самая изюминка. Да? Вот, ну, она очень творческая, Вера. Вот вы сейчас, когда рассказывали про это, да, вы упомянули о том, что, как всегда, у меня не было времени, да, я вообще вот поражаюсь, да, вот 2 маленьких детей, да, ну, в смысле, вот вы одна с ними практически остались, да. Вот расскажите, вот как вы вот через это прошли? Как вы это вот преодолели? Даже когда есть помощь там близких, да, все равно. Вот мне вообще вот это не понять. И вот очень хотелось бы, чтобы вы об этом рассказали. Как вам это удавалось? Ну, удавалось, конечно, всему, вот как сказать, советую мамам как-то относиться легче к каким-то таким ситуациям, когда у тебя нету времени, когда ты
да, вот хочешь и ребенка занять, и тебе нужно и на работу, и собой что-то там заниматься, да, для себя. На самом деле времени на все может хватать. Да, на самом деле. Самое главное, вначале, конечно, если вот как-то тяжело к этому относиться, можно вообще, конечно, дойти до такого состояния, что у тебя ничего не будет получаться. Но, конечно, самые мои близкие – это основная моя поддержка. Моя сестра родная, моя мама, мои братья, они прямо вот, допустим, я скажу, даже подумаю, и сразу вот они как одна команда. Ну, это очень хорошо. И мне очень большой ресурс дает просто такое времяпровождение со своими детьми. Я с ними, слава богу, я за рулем, за город, и мы просто там безобразничаем, там балуемся, лежим, катаемся на снегу. Вот это сразу как-то вот возвращает на вот какое-то ресурсное состояние. Ресурсное состояние. И, оказывается, я вот сейчас вспомнила, в то время мы начали ходить в триумф, втроем. Я с детьми по вечерам мы просто ходили в триумф. Там очень хорошая беговая дорожка. Вот. И мы просто бегали. Бегали, просто там баловались, играли. Почти полгода мы так делали. И, оказывается, это тоже помогало как-то вот выходить в такое состояние. Потому что у мам, которых времени нету, которые вот все в работе, они чувствуют, что они вся в работе, да, у них есть огромное чувство вины. Прямо огромнейшее чувство вины, что она что-то не дает детям, что-то не дает детям. Оказывается, самое главное – мамино ресурсное состояние. Если у мамы ресурсное состояние, не обязательно там полчаса или там целый день там с ребенком заниматься, читать, не обязательно. Если мама в ресурсе, вы провели там минут 15, 20, 30, и того достаточно даже. О себе, да, действительно надо думать. Мы могли бы вообще совершенно бесконечно говорить, да, но к сожалению, время ограничено. И мой традиционный вопрос. Анисия, вот что бы вы посоветовали мамам особенных детей, исходя из своего собственного опыта? Да, мамам особенных детей советую в первую очередь думать о себе, думать о своем внутреннем состоянии. Если у вас действительно как будто сил нету, у вас все руки опустились, не думаете, что вообще за что хвататься, что вот этот диагноз или какое-то состояние малыша вам прямо очень тягостно, прямо надо немножко отойти от ребенка, можно даже куда-то уехать, даже может быть день-два, прям можно даже кому-то можно лежать неподвижно, там можно там день-два, может быть даже, да. У каждого человека свой выход есть, да. Но однозначно советую, природа, мы же на земле живем, мы же как тоже отчасти дети природы, то есть природа окружающая наша нас самих очень сильно обогащает, очищает. Вот. Будьте чаще на природе. Будьте чаще на природе сами, будьте чаще на природе с детьми. Вот. И такое вот, нету такого, за что, вот это наказание. Вот. Дети особенные появляются не за что-то, вот за то, что вот вы какая-то такая-сякая, а для чего-то, для хорошего в основном. Нету такого для чего-то плохого, чтобы ты какая-то, да, нету такой задачи именно у природы и Вселенной, да, у Господа Бога. Такой задачи нету, чтобы особенный ребенок появился, чтобы у вас какая-то же. Нет, не для этого. Именно надо понять, что для развития души вашей, для развития души всех родных, да. Эти дети, они почти как спасатели, они спасают души своих родных.
С любой особенностью. Здорово. Спасибо большое, Анисия. Спасибо. Спасибо вам, Яна. Спасибо.